Мы оба с тобой в очках. Это солнце. Да. Ну, я могу пытаться снять, но Да я нет, тогда нет. буду вот такая в кадре. Ну, давай нормально. Лучше одень. Ну ладно, я могу приветствовать без очков. Да. Тогда давай сейчас начнем. Ребят, всех приветствую на своем YouTube-канале SKTV. Перед началом ролика прошу обязательно по классике поставить лайк и написать комментарий. В этом ролике, я думаю, вы уже по обложке ролика поняли, что данное видео посвящено моей супруге Юлии. Вот, о том, как мы с ней познакомились до нашего сегодняшнего дня. Знакомьтесь, это Юля, фамилия, отчество не важно, возраст тоже не важен. Ну, Юля, я могу передать тебе слово. В принципе, ты можешь коротко рассказать о себе, чем ты занимаешься, как мы с тобой познакомились. Можно с этого начать. Так что в итоге мне говорить? Ты можешь коротко рассказать о себе вообще, кто ты, как ты, что ты, чем занималась до встречи со мной. Я родилась в городе Воронеж. Поступала в университет я в Москву. Поступила. На минуточку. МГУ. МГУ, Московский государственный университет. Да, 4 года там училась в Москве, жила в общежитии. Ребеночек проснулся. Бусенька. К нам присоединился еще один участник нашего подкаста. Это Сонечка, наша дочка. Но это спойлер. Мы думали, она еще поспит. Хотя коляска на заднем фоне. Ну в да. общем, ладно. Короче, 4 года я отучилась в университете, прожила в Москве в общежитии и потом переехала обратно в Воронеж, потому что это мой родной город. В Москву я думала, что я ее полюблю, я думала, что я там останусь работать, но я попробовала поработать, я попробовала пожить в Москве, я попробовала поработать по своей специальности и поняла, что нет, мне это не подходит. На самом деле, я оканчивала биологический факультет, и я сейчас, собственно говоря, являюсь преподавателем по биологии онлайн. Так что я далеко от специальности от своей не ушла, и университет мне очень сильно помог вообще, в принципе, найти себя и стать тем, кто я являюсь. Но именно что ученым-биологом я не стала. Может, это все впереди еще. Надеюсь, что нет. Почему не хочешь Мне не понравилось. быть ученым-биологом? Вообще? Не понял. Ну что, Юля вкратце рассказала о себе, о своей деятельности, кем она работает, как вообще пришла к тому, что отучилась на биолога. Ну, для тех, кто новый зритель, кто не знает вообще, кто я владелец данного YouTube-канала, тогда я представлюсь вам. Меня зовут Изис. Вот. Я, можно сказать, начинающий блогер. Работаю, также закончил лесотехнический университет в Воронеже. Работаю я не по профессии, так скажем. Работаю я в общепите официантом. На минуточку, да. Так получилось, что судьба нас свела с Юлей. Будучи официант и биолог, сошлись, и получилось прекрасное чудо. Вот, познакомились мы с Юлей в 24 году. Онлайн. Зимой. Короче, мы познакомились онлайн. Да, на сайте знакомств. В феврале, 10, по-моему, февраля 24 года. Да, на сегодняшний день 23 апреля, да? Ну, какое-то апреля, Да, да. 23 апреля 2025 год. В феврале мы с ней познакомились, уже в феврале же и съехались. Да. Да. На второе свидание уже все, поехали ко мне. И с тех пор почти каждый день ночевали у меня. Ну, там были исключения пару дней, когда там я отъезжал куда-то. Мне кажется, в первый месяц мы ночевали каждый день вместе, кроме одного или двух раз. Ну да. Как ты помнишь наш первый день встречи? Я помню наш первый день встречи как то, что я изначально вообще, когда увидела анкету Изиза, ну там же было много анкет разных людей, да, и когда я увидела его анкету, я поняла, что первое мое впечатление о нем было, какой простой, но при этом классный, позитивный парень.
Потому что Специально для моих подписчиков хозяин магазина подберет для вас идеальный образ как на свадьбу, так на вручение диплома. Безразлично, короче, какое-нибудь такое торжественное мероприятие, хозяин магазина для вас подберет вот такой вот прекрасный лук, вне зависимости цвета. Тут очень большой ассортимент. И самое главное, что входит в эти 12 тысяч. Это получается у нас пиджак, брюки, рубашка, вплоть до галстука. И в подарок тот, кто закажет на любой цвет вот такие вот лоферы или мокасины. Как вы видите, ассортимент очень большой. Проведи по кругу, да, просто вот. Тут у нас различного вида рубашки, вот, брюки есть различного вида, пиджаки. Очень большой ассортимент. Так что обязательно обращайтесь. Все будет в описании. Магазин называется Догон РТМ. Находится город Воронеж. По адресу улица Фридриха Энгельса, 64А. На 4-м этаже ТЦ «Атмосфера», Догон РТМ. Обязательно приходите. Если вы придете от моего имени, то вам будет гарантированная скидка. На связи. что иногда ты смотришь на анкету и понимаешь, что чувак явно, вот у него какие-то загоны, он вот строит из себя не пойми что, или какие-то требования у него к партнеру какие-то непонятные вообще. А тут я увидела просто такого чувака, типа хоп, хей, ла-ла-лей, значит, туса, джуса и так далее. И мне это очень понравилось. У него еще, как это называется? Папах. Ставка будет по-любому этого фотографии. Да, фотка в папахе. Я такая, господи, мне так нравится. Вот. И что? И на первой встрече, я шла на первую встречу и думала, блин, ну он не русский. Сейчас будет что-нибудь, да, типа, я там сама себе понапридумывала, да, розовые замки какие-то построила, сейчас приду, там вообще не пойми что. Я пришла, и у нас была встреча в парке, а рядом с этим парком есть ресторан японской кухни. И я мимо этого ресторана, когда шла в сторону парка, я увидела парня, который очень сильно похож на Изиза, ну, я же фотографии видела, и он с какими-то алкашами и бомжами, что-то какой-то у них там замес. И я такая, господи, я сделаю вид, что я не увидела, что я не узнала, что я не заметила, и втайне буду молиться на то, что это реально не он. И все, я пошла в парк, что-то там шла, а мы же встретились взглядами в этот момент, и я посмотрела на него и такая, нет, ну это я надеюсь, что это не он. И он меня тоже посмотрел, я не знаю, какие у него были мысли. Вот, ну, короче, в итоге мы с ним встретились, и вот смешанное у меня было впечатление, потому что я помню, что мы сходили в кафешку, и там нам его друзья подогнали. У меня спросили, будешь ли ты какой-то десерт? Я так думаю, блин, вдруг у него нету денег. Не хочу я, короче, никакой десерт, кофе мне купи и спасибо. Вот. И тут нам приносят десерт. Вот, то есть мы уже сели за столик с кофе, там что-то ля-ля. И тут нам приносят десерт типа от заведения. 1 на 2. Я так подумала, ну, наверное, он скажет, типа, кушай все, я не хочу. Вот. Он такой сказал, ну, давай на 2 съедим. Я так про себя думаю, ну, торт на 2 мы делим, бесплатный. Что потом, в Макдональдсе будем скидываться значит, на Биг Мак? Думаю, ну, понятно. Вот. Это вот мое такое было второе впечатление уже. Первое впечатление якшается с какими-то алкашами, второе впечатление нету денег купить торт, и если ему бесплатно его дарят, то он кусок оттуда точно укусит. Вот. Но после этого, это было только первое и второе впечатление, после этого таких впечатлений никогда не было, потому что это самый щедрый, самый добрый, самый потрясающий человек на свете, который везде меня всегда, а давай туда, а давай сюда, а давай, что мы дома сидим, давай куда-нибудь погуляем. Я вообще это все люблю движуху, поэтому... То есть это вот первые 2 впечатления обманчивые были, но какие есть. У тебя как? Во-первых, какие твои впечатления от моих впечатлений? Да, вообще, я как-то это уже слышал, вот, но в то же время это приятно слышать. Вот. Что же ты с алкашами, с бомжами якшаешься? Да, денег да, да. нету? Касаемо бомжей, алкашей, я расскажу ситуацию. Я вообще такой человек добрый сам по себе, не только на камеру, но и вообще в жизни. Если кто-то упал, там, кто-то не может пройти, кто-то денег просит, то обязательно там помогу, подойду, там деньги дам, либо же помогу подняться и так далее.
Вот. А в данной ситуации ситуация сложилась таким образом, что я проходил, и как раз таки там мужики пьяные, там был гололед такой, они упали, а я их поднимал. Я их поднимал, просто они не могли друг друга поднять, они оба валялись, и я такой человек, добрая душа, решаюсь поднять их. И я поднимаю их. Соответственно, эту картину все видит Юля. Да я прекрасно понимаю ее мысли в этот момент, как бы, ёпты, он на свидание пришел, да еще с алкашами, с бомжами. Так что да, это нормальное явление, то, что у тебя такие чувства сложились. А вот конкретно десерта, вот касаемо десерта, вот я не могу до конца вот припомнить. Ты так рассказываешь, как когда я тебе предложил десерт попилить, это реально, я сейчас даже сам это в голове обрабатываю, это реально смешно. И реально такое мнение складывается о человеке, когда Не, ну типа, когда вот сейчас, да, мы уже там очень, ну как очень, не 30, конечно, лет вместе, но когда мы достаточно долго вместе, типа сейчас, если я понимаю, что я не хочу целый торт, я говорю, здесь давай типа один торт на двоих. Или, допустим, когда я не могу доесть пасту, я говорю, ты хочешь? Вот, или если мы дома едим, мы можем салат из одной тарелки поесть спокойно, ну, из одной большой тарелки, чтобы, ну, чтобы мыть посуду лишний раз, чтобы не мыть посуду лишний раз. Но когда вы только знакомитесь, и у вас тут, значит, двумя ложками один тортик кушаете, ну, это... Ладно, ну этот вопрос, соответственно, мы уже закрыли. Давай перейду к следующему вопросу. А у тебя какое впечатление от нашего первого знакомства? Да что, Чем тебе первое запомнился? знакомство, я тебя увидел. Это Что твое первое впечатление? впечатление, ну такое, знаешь, смешанное, я бы сказал. Во-первых, ты красиво, опрятно была одета, все дела, это все хорошо. Но вот когда я увидел у тебя в руках под с курилкой, я такой думаю, блин, надо ли мне это реально? Я такой, я просто не люблю курящих девушек сам по себе. И когда увидел у тебя электронку вот эту, я думаю, блин, ну это реально мой триггер, так скажу. Вот тогда у меня были смешанные чувства насчет этого всего. Вообще, напишите, пожалуйста, свое мнение, как вы относитесь к курящим девушкам. Спустите комментарии и напишите. Ну, а помимо того, что я красивая и курящая, еще что-то было понимаешь, Ну, а потом красивая смотри. и курящая — это только первая картинка, первое впечатление. А дальше-то что? Вот мы с Да, тобой да. пообщались. Я, соответственно, стою, общаюсь, и, ну и как бы в диалоге не было не употреблено ни одного, там, можно сказать, мата со своей стороны. И тут, когда от тебя посыпались маты, просто к слову, да, когда ты выражаешься, и у тебя от слова мат. Ну, курящая, материться, и еще это. Куртизанка. Куртизанка. Да. Также Сколько можете, стереотипов, господи. да, можете также спуститься в комментарии, написать, как вы относитесь к девушкам, которые матерятся. И дальше уже, когда мы с тобой начали общаться, я понял, что с тобой не соскучишься, с тобой не будет скучно, с тобой есть о чем поговорить. Не, у нас прям беседа, она просто из темы в тему переливалась. Ты подхватываешь меня, я подхватываю тебя. И даже когда мы с тобой пошли на второй этаж в заведение и замерзли там было холодно. Да, да. Мы все равно не уходили. То есть, типа, если бы мне не нравилось свидание, я бы дальше кофейни и вот этого одного торта на двоих я бы не пошла. Но мы пошли потом еще что-то. Мы сначала Прогулялись. да, потом еще в кафе, потом еще погуляли, потом еще походили по разным местам. И в итоге пришли мы в кальянку вечер. А в этот день еще меня пригласили на день рождения. Я сказал, что мне нужно будет уехать часам к 9-10, потому что мне нужно на день рождения. Меня пригласили. В итоге расходиться не хотелось. И зима, мы сидим вместе, как бы за одним столом, но она сидит напротив меня. И, знаешь, как-то такие чувства, хочется и позвать к себе, но в то же время не хочется показаться таким человеком, который сейчас позовет к себе и начнет обнимать, целовать и так далее, чтобы не показаться. Ну, как бы не русский, сразу такое впечатление сложится, то, что голодранец. Таких пошлых мыслей не было. Я, соответственно, придерживался этикета. Она сидела напротив, но мы оба мерзли, реально. В заведении было холодно, прям мерзко холодно. Мы сидим, курим кальян, пьем чай, но в то же время не даем друг другу знать, что нам холодно. И не хотим на этом прощаться. Но в итоге говоря, мы
Посидели, пообщались и на этом попрощались и разъехались по домам. Вот. Разъезжаться не хотелось. Да, разъезжаться, конечно, не Несмотря на хотелось. то, что холодно. Честно сказать, я даже не хотел даже домой ехать в моменте. Точнее, на день рождения ехать. Думаю, блин, а стоит ли ехать вообще? Думаю, блин, может предложить остаться. Такой. И в то же время пообещал пацанам. Я говорю, ну ладно, поеду на день рождения. И после того, даже когда мы разъехались, просто у нас чат кипел. Я сижу на дне рождения, но в то же время сижу в чате. День рождения, и мой день рождения сопровождается кружочками Юли. Вот. Ладно, этот вопрос закрыли, он очень такой получился у нас максимально информативным и познавательным. Давай перейдем к второму вопросу. Как ты думаешь, что изначально нас так сильно притянуло друг к другу? Общие ценности. Да. Так как и материальные, как бы и духовные. Вот. Мы оба честные, открытые, мы оба стремимся к развитию, мы оба... Вообще, больше всего, мне кажется, нас сблизило это то, что мы оба хотели уже найти какого-то своего родного человека, что какие-то понты, какие-то вот эти вот приколы, что они остались где-то позади, и уже хотелось просто найти жену, мужа, все. Согласен. Без каких-то там этих «а ты меня любишь», «а ты меня не любишь», А давай встречаться. «а давай не встречаться», «давай встречаться», «давай давай просто...» друг друга узнаем. Да, давай вот это вот, то есть просто уже хотелось просто тупо найти своего человека, чтобы завести с ним семью и все. Чтобы была какая-то Да, стабильность, потому был что- дом, был человек, который тебя поддержит, тыл такой, чтобы был. В то же время, знаешь, как задумаешься, то, что, блин, годы летят, а семьи нету. Вот. Ни детей, ни плетей, ни ребенка, ни котенка. Вот. И мне точно так же было. И, соответственно, когда мы встретились, там буквально через месяц, я не знаю, как так получилось, Ну, но да, из-за того, решили, что да, хотим ребенка. хотим ребенка. Я тем более вообще. Я- Вот наш Да. ребенок. Вот. И в итоге наши... Ой, возьми на ручки. Слово за Соней. И в итоге говоря, вот наше прекрасное чудо, благодаря нашим усилиям, стараниям, у нас так получилось, то, что у нас родилась прекрасная дочка по имени Софья. Ладно, давай тогда теперь третий вопрос. Какой самый запоминающийся момент нашей совместной жизни у тебя? Не знаю, подумать. Предложение. Да? Нет, я не могу сказать, что самое запоминающих, их много было. Ну, один из. Будь здоров. Так, самый запоминающийся момент. Если честно, да, предложение. Кстати говоря, извини, что перебиваю. Завтра ровно год, как я сделал тебе предложение. Да. 24.04.24 я здесь сделал мне предложение. Сегодня 23.04.25. Видео, ставки, предложения также вставлю. Просто оцените. Лайк, комментарий. Напишите обязательно, как я сделал предложение. Вот. Дальше. Если вы девушка, напишите, сказали бы вы «да», если бы вам сделали такое предложение. Если вы парень, напишите, хотите ли вы сделать так предложение своей девушке, хотите сделать лучше или хуже. Напишите обязательно. Если честно, предложение — это действительно очень запоминающееся событие, потому что у меня тогда был токсикоз. То есть я в марте забеременела, мы оба хотели ребенка, собственно говоря, мы сделали ребенка, у нас с первого раза все получилось. Ну вот, и, соответственно, в марте я забеременела, а в апреле у меня начался токсикоз, и к концу апреля, то есть к 24.04.24, это было ужасно. Каждый день меня тошнило по нескольку раз, утром, вечером, я не могла нормально есть. Я не могла нормально спать, потому что если я принимала горизонтальное положение, то все это ухудшалось, у меня вечно кружилась голова. В общем, представляете, да? И так целый месяц. В итоге так было целых несколько месяцев, где-то до июля. Вот. Ну, беременность у меня была такая тяжелая. Но тем не менее, вот с токсикозом мы пошли погулять в парк.
Был вечер, ночь, ну, может сказать. Ну, вечер, да, Ближе 9. к ночи, да. 9-10 Ну, где-то из-за того, так. что был апрель, было еще уже темно было. Ну да. Ну и, соответственно, ну, видео видели вы сами. Я сделал ей предложение. Юля даже не дожидалась, пока я начал говорить слова там любви и всех прочих, она уже сказала да. Я все сразу поняла. Да. Кстати говоря, хочешь шок-контент? Че? Я тебя сейчас расстрою сильно. Давай. Ну, ты хочешь? Говори. Осудите меня за это. Вот вопрос. На моем месте вы бы так поступили, рассказали бы или нет? Я целый год не рассказывала, получается. Интрижку не наводи, так говори, да? Я просто не знаю, говорить мне. Ну ладно, Говори. хорошо, я скажу. Я знала, что ты мне будешь делать предложение. Реально? Да, Да что тут такого? В смысле, ты прям в этот день знала? да, Тебе Аня сказала? да. Ай, блин. Блин, а я... Ну вот что значит, да. А я типа... Я так расстроилась, если честно. Аня, это на тот момент была моя подруга. И, если честно, я очень расстроилась, потому что она мне заспойлерила то, что мне будут делать предложение. Блин. И она мне об этом когда рассказала, А как она тебе рассказала? да что, взяла и рассказала. Спросила, типа, слушай, тебе там Изис хочет... Ну, я даже не помню, как это было, Ну, но ладно, что-то типа, тебе Изис хочет сделать предложение, и спросил, нормально ли будет сделать это в парке Дельфин. Я сказала, что там у тебя плохие воспоминания. Он сказал то, что нужно плохие воспоминания, типа, перебивать хорошими. Я такая, ну, конечно, ясно, а мне ты зачем об этом рассказала до предложения? В общем, я этот момент, ну, типа, на самом деле, даже несмотря на то, что я знала, что предложение будет, это было настолько вау, то, что я, ну, даже в лучших мечтах не могла представить себе, что предложение будет вот такое. Это было реально, это было... Я не знаю, как это выглядит со стороны на видео, но когда ты, ну, там повязка у меня была, да, как тебе снимают повязку, в этот момент зажигаются вот эти вот бенгальские фонтаны такие вот. Я обожаю вот это. Все в розах, все светится, музыка красивая, и тут перед тобой стоит человек. Скрипач. Скрипач, да. Но он был за мной, я сначала не поняла, что это живая музыка. Ну, у меня музыкальное образование, кстати. Ну, я поняла, что это живая музыка только тогда, когда он немножечко мимо нот проехался, и я такая... Ну, обернулась, посмотрела, а там скрипач стоит, я такая, вау. Вот. Ну, короче. Вот это вот меня расстроило. Потому что когда ей самой делали предложение, я знала об этом, но я не стала ей спойлерить, потому что, ну, это по итогу оказалось в 10 тысяч раз приятнее, когда тебе делают предложение, ну, в красивом месте, в каком-то сюрпризом. И то, что тебе подружка не расскажет об этом. Блин, это реально. Ты рассказала. А я прям... Мне Вот очень это не теперь понравилось. я понимаю, что... Блин, вот... Жесть, конечно. Я даже не знаю, как это сразу сказать. Я, честно сказать, не расстроен, но Разочарован? неприятненько. Разочарован больше в человеке, я скажу так. Вот. Ну, Не, она типа, мне потом говорит, типа, слушай, ну ничего, что я тебе об этом рассказала. Я так сижу, думаю, ну а что ты хочешь от меня услышать? А ты что ей сказала? Я сказала, забей. Типа, она мне об этом сказала именно с точки зрения узнать, нормально ли мне будет, если мне сделают предложение в Дельфине. Я думаю, честно, да мне насрать, где мне будут делать предложение. Вопрос в том, как мне это сделать. Мне можно и в парке, вот как сейчас сделать предложение, просто вопрос, как это, с какими словами это будет сказано. Да, когда мы собирались в парк, Юля мне говорит, Изис, такое ощущение, как будто ты мне собираешься сделать второй раз предложение. Да. Юля, выходи за меня. Нет. А как же твой гарем в Туркменистане? Его придется это раскидать как-то. Да. 4-й вопрос. Как мы смогли преодолеть самые сложные моменты в отношениях? Путем разговоров. Потому что вот на самом деле, когда ты меня спросил самый запоминающийся момент в нашей истории, первое, что мне вспомнилось, это когда мы с тобой мирились у ворот больницы в Краснодаре. Ну да. Мы на тот момент очень сильно были поссорены,
но типа были помиренные, но на самом деле внутри именно что не было ощущения, что мы помирились. И мы по факту около месяца, мы сначала очень сильно поссорились, потом типа помирились, но такой очень сильный холод остался. И только через где-то, только вот в районе конца июля мы помирились. И как это было? Я была беременная. Я поехала с подругами в Краснодар, откуда мы должны были поехать не помню куда, по-моему, в Сочи, ну куда-то на море. Но у меня внезапно открылось кровотечение, и это очень страшно. То есть это риск выкидыша, это риск прерывания беременности, это может быть отслойка плаценты и все остальные страшные слова. Вот, я вызвала скорую, поехала в больницу, и Изис в тот момент был в Воронеже, и я ему, когда об этом сообщила, я нехотя об этом сообщила, потому что я, если честно, думала, что ему будет пофиг, если честно. Через день, по-моему, он уже был в Краснодаре. Я его не просила приезжать, он просто сам приехал. И я в этот момент поняла, что, да, мы в ссоре, да, у нас какой-то холод между нами. Да, я его не просила приезжать, но он позаботился обо мне и приехал. Да, был такой момент. Собственно говоря, вот эта забота обо мне, о нашем ребенке, она меня очень сильно воодушевила, потому что, если честно, больше никто такую заботу не проявил. И мы тогда просто сели на лавочке, поговорили обо всем, и просто тупо оказалось то, что мы друг друга не поняли. Изначально, что мы не поняли друг друга, что мы устали, что там некоторые события были, из-за которых мы оба стрессанули по-своему. И вот этот вот мой стресс Зиза, усталость и недопонимание, вот они просто вот вылились в то, что вылилось. И после этого, то есть это была по факту наша первая большая и последняя ссора. Все остальные конфликты, какие-то микроссорки, это вообще просто вот такого вот размера, когда мы просто обсуждаем что-то, говорим и все. У нас по факту больше ссор не было, по-моему. Ну да, таких серьезных не было. Вот, такие словесные перепалки, они бывают, но, соответственно, это нормальная тема. Когда мы поспим и поедим, все проходит. Да. Вот. Следующий вопрос. Как ты представляешь нашу жизнь через 10 лет? Через 10 лет? Да, мы уже год с тобой. Ну, давай 10, ладно, так уж и быть. Не буду брать то, что мы год с тобой прожили, и через 9 лет. Через 10 лет. Как ты представляешь нашу жизнь? Я представляю нашу жизнь. То, что мы, наконец-таки... Я надеюсь, извини, что перебью тебя. Да, конечно. Да что, только я отвечаю. Надеюсь, что мы уже через 10 лет закроем нашу с тобой ипотеку. Я только хотела сказать. Да. Я хотела начать с дачи, а потом уже про квартиру, то, что у нас будет уже побольше квартирок, потому что я не хочу рожать 10 детей в однушке. Это очень... Фу. Вот, я хочу, чтобы сначала росло количество комнат в квартире, а потом росло количество детей. Хотя на самом деле мы оба хотим... Не говори, я просто посмотрел. 3 детей. Да. Ну да, полностью согласен. Я вообще хотела их практически подряд делать. То есть не типа с разницей в год, а разницей там 3-4 года. Но сейчас с такими ценами я понимаю то, что рожать второго ребенка, пока мы еще за однушку не заплатили, это вообще тупизм тупейший. Да. Поэтому сначала двушка, а еще лучше не двушка. Спонсоры, если вы хотите видеть, как мы размножаемся, то купите нам 5-комнатную квартиру. Мы забьем всю комнату детей, все комнаты детьми. Это будут самые красивые дети, поверьте. Вот наша практика и наша любовь совместная показала. Так, в принципе, я с тобой полностью согласен, то, что через 10 лет уже надеюсь, что мы рассчитаемся с тобой за нашу ипотеку, уже будем жить в достатке. Ты и я, и наши с тобой дети. Ты да мы с тобой пам-парарам, ты да мы с тобой пам-парарам. Так, какие традиции ты бы хотела создать для нашей семьи? Есть одна потрясающая традиция, которая пришла мне на ум молниеносно.
В детстве я жила с бабушкой и с дедушкой, не с мамой и с папой, они у меня развелись очень рано. И в детстве это была потрясающая, замечательная традиция, когда бабушка приблизительно раз в полгода, в год, я не знаю, покупала всем тапки разноцветные. И сначала подходила ко мне и говорила: Юль, выбирай. И я выбирала себе самые первые тапки. Потом шли другие члены семьи, и так получается то, что к концу вот этого выбора у каждого есть новые тапки. Мне это очень нравится. Прикольная традиция, да. Мне очень нравится такая традиция, потому что, с одной стороны, у всех тапки из одной серии, но у всех разные. То же самое, допустим, с зубными щетками. Когда покупается набор, там, сколько-то миллионов щеток, только они все разных цветов, одинаковые, но все разных цветов. И типа, выбирай. Вот это вот классно. То, что какая-то такая вот, в таких вещах вы вроде бы вместе и одинаковые, но немножечко разные. И так и в семье тоже получается то, что мы в семье, каждый немножечко разный, но мы все равно семья. Вот у меня такая традиция, очень простая традиция, я не хочу тут говорить про то, что я хочу передать семейное, там, что-то это куда-то, нет. Этот кулон достался мне от прабабушки, эту традицию, как она мне вручала, там, когда она там свет не заря, да. Я хочу эту традицию передать и на Нет, себя. да, на самом деле, вот эти, чем сложнее традиции и чем сложнее ритуалы, тем сложнее их соблюдать. Поэтому надо все очень сильно упрощать. Вообще. Смотри, следующий вопрос касаемо как раз-таки, давай так скажем, то, что я туркмен, ты, соответственно, русская. Надо было об этом вначале сказать вообще. Ну, да ладно. Мы с тобой познакомились на территории Российской Федерации. Много людей, которые не одобряют конкретно... Меня мой брат назвал чернильницей. Да, союзный брак. В начале наших отношений были определенные сложности, конкретно, не с тобой, а конкретно с моими родственниками. От третьих лиц, да. Ну да, многие третьи лица почему-то... были против. Да, были против, хотя они, правда, третьи лица, они в нашем взаимоотношении не участвуют. Вообще, я не могу сказать, что у меня какой-то потрясающий отец или какая-то там плохая мать или еще что-то такое, но мне очень импонирует такое отношение взрослых к детям, то, что я люблю своего ребенка, а тот, кого любит мой ребенок, меня не касается. Если мой ребенок счастлив, мне не важно, с кем он, хоть с котом, вообще все равно. Если мой ребенок несчастлив, опять-таки, хоть с принцем Уильямом. Вот, поэтому мне вот этот вот подход импонирует, то, что никто не говорит то, что Изис должен стать сыном моих родителей. Или то, что я должна стать дочерью его матери. То есть прям родственником, что аж вообще. Да. Ну да, были определенные сложности, конкретно со стороны родителей. В общем, со стороны моих родственников были определенные проблемы. Некоторые осуждения, оскорбления. Но, тем не менее, сейчас все окей, потому что, но опять-таки, был выбор. Либо сказать: да, конечно, я послушаюсь, как старшие мне скажут, и не буду с Изизом вообще никаких дел иметь. А с другой стороны, можно сказать, что нет, я выбираю себя, и вот мне так нравится, я так хочу. Конкретно, если брать пример моих родителей, мои родители вообще не были против того, что у меня супруга русская. И по сей день, когда я снимаю даже видосы, выкладываю, часто задаваемый вопрос: а приняла ли Юля ислам? А мусульманка ли она? Или ты принял христианство? Почему нет вопроса, да, что Изис стал христианином? Реально тоже был вопрос. Да? Туда я недавно выложил видос с Куличом в ТикТоке, и мне говорят: ты принял христианство? Я написал да. На самом деле, реально, я воровал написать, чтобы суету навести. Это когда меня с Пасхой поздравляли, Христос воскрес, я говорю: воистину воскрес, но я, правда, мусульманка. На самом деле вопросы религии, точно так же, как вопросы политики, вопросы вот этих всех приколов, это... Давай, следующий вопрос. Так, какие элементы туркменской культуры ты нашла наиболее интересными или удивительными? Что тебя вдохновляет в русской культуре?
что для меня как бы русская культура? Я с русской культурой уже знаком с детства, потому что у меня соседи, они все почти что были русские. Соответственно, и общество, с кем я дружил, с кем я общался, это тоже были русскоязычные ребята. Я, можно сказать, туркменский свой язык выучил прям конкретно в армии. Так что я отучился сам в русской школе. И для меня русская культура, как бы, это для меня было что-то необычное. Я бы не сказал, что это было для меня что-то необычное. Я приехал в страну, я уже знал эту культуру. Я уже понимал, с какой культурой мне предстоит жить на протяжении всего этого. Я знал, с каким менталитетом мне придется жить. Да, он немного различался между менталитетом нашей страны и, соответственно, России. Но все же я прекрасно понимал и осознавал, что плюс-минус это одно и то же. Ну, конкретно культура русских в моей стране и культура русских в России. Она, можно сказать, никак не отличается. Вот. Для меня не было это каким-то новооткрытием. Ну, мне все культуры и традиции русские нравятся, и я все их также уважаю. Нету какого-то... Христос воскрес. Да, воистину воскрес. Вот. Как-то так. А ты что, Юль, скажешь свое слово, в свою очередь? Ну, если честно, я не была в Туркменистане, но меня очень поразило то, что у вас сын моего сына мне роднее, чем дочь моей дочери. Это бред вообще. Я осуждаю это, если честно, это полнейший бред. Вот просто подумайте. Во-первых, с точки зрения биологии у нас все полностью, да, мы наследуем ДНК 50 на 50. 50% от мамы, 50% от папы. Я, если на меня посмотреть, если забыть о том, что я девушка, а просто, что я человек, 50 моих процентов генов от папы, 50 от мамы. Если бы я была мальчиком, я бы больше была похожа на папу. Так как я девочка, я больше похожа на маму, просто потому что я либо по женскому, либо по мужскому типу развиваюсь. Во всем остальном 50 на 50. И, соответственно, но, с другой стороны, давайте вот посмотрите, сейчас Сонечке 4,5 месяца. Она 9 месяцев зрела внутри меня, получая все питательные вещества, все кальции, магний, йоды и все остальное из моего организма. Сейчас она 4,5 месяца только на грудном вскармливании. Мы ее кормили смесью раза 2, наверное. И то, типа, попробовать. То есть она все еще состоит на 100% из меня. При этом считается все равно, что сын моего сына роднее, чем дочь моей дочери. Вот это я осуждаю. Я вот с пеной у рта буду доказывать, что люди, которые действительно так считают, ну, биологию не очень знают. Вот. Во всем остальном, в принципе, все хорошо. Но, кстати говоря, после того, как я познакомилась с Азизом, я в очередной раз убедилась, что эта религия вообще потрясающая, очень красивая, очень добрая. Нужно было бы, пришлось выбрать бы себе какую-то веру, я бы выбрала точно ислам. Это прям самая красивая религия из всех, которые вообще существуют. У нас, кстати говоря, был никах, так что я мусульманка. Следующий вопрос. Если бы ты могла выбрать любое место для романтического свидания, где бы это было? Я бы, например, выбрал бы какой-нибудь воздушный шар, где-то рядом с горами. Мы такие сидим, а там, получается, там же... Каппадокии, помнишь, я пазлы собирала? Да, да. Там различные же воздушные шары. Ставь картинку. Различные же воздушные шары. Есть даже со своей кухней. Там, да, шары с кухней. Там готовят тебе прям на высоте. И вы сидите и кушаете. Я думала, там вот размером, как наша это. Нет, там большое, кстати говоря. А ты? Нет, ну это интересно, конечно. Я бы... Какое интересное свидание. Пикник у нас с тобой был. Прогулка по набережной была. Ага. Парк был. Ну, вот такое необычное место, которое ты бы хотела бы... Вот, я чтобы... понимаю. Да. Но я, грубо говоря, я просто сейчас сижу и долго думаю, потому что еще год и 3 месяца назад у меня было мест, в которых я хотела бы провести свидание, миллиард.
с учетом того, что мы постоянно ходим куда-то на свидание, и каждый раз, когда у нас есть какая-то возможность, мы всегда либо куда-то, ну, в 90% случаев мы куда-то идем, куда-то выбираемся, и только редко мы сидим дома и такие, ой, давай фильм посмотрим. Очень редко такое Ну да. бывает. Мне это, в принципе, очень В основном у нравится. нас как бы, да, максимально продуктивные с тобой выходные проходят. Вот, максимально мы проводим, ну, я бы сказал, в пользу наших с тобой отношений, Да. общаемся, как-то мыслим, думаем. Именно Да. находимся друг с другом, а не так, что я в своем телефоне, здесь в своем телефоне, ребенок там где-то вообще не пойми где. Обосрался или что? Да, ну то есть как бы мы всегда вместе, всегда в активном Да. взаимодействии друг с другом. Но вот так, чтобы какое-то необычное место, честно, было бы неплохо съездить на какое-нибудь море или в какую-нибудь заграницу, просто чтобы сменить локацию, и чтобы вместе прочувствовать вот это путешествие. Вот это, потому что в путешествии жизнь, она вообще другая. Вот. Так что ну вот, например, когда мы с тобой были в японском саду, немножечко было такое. Ну вот хочется на море прям вот сидеть, песочек, и вот мы Блин, втроем. кайф, да, кайф. Я бы наоборот какой-нибудь, если еще можно так добавить, как бы какой-нибудь остров тропический, берег моря. Ну это ты денег столько не соберешь, давай начнем с Анапы. Хотя Ладно. нет, в Анапу в этом году нельзя. Смотри, следующий вопрос. Если бы ты смогла... Если бы ты могла Уже? провести вечер... Он улетел. Если бы ты могла провести вечер с любимым знаменитым человеком, кто это был и почему? Путин, я его обожаю. Либо Житковский, либо Житков. Нет, да, вот три на выбор. Все трое мужики. Артемий Лебедев, Алексей Житковский, Владимир Владимирович Путин. Это три моих кумира, которых я обожаю, люблю, ценю. И про каждого абсолютно мне интересно узнать, какой он человек на самом деле, о чем он думает, что он любит. Потому что, несмотря на то, что все трое этих людей очень такие публичные личности, типа там, что Артемий Лебедев каждые 3 секунды то видос, то пост, то что-то это, что Житковский тоже у него, что не секунда, то история. Житковский, вот этот. Да, вот этот потрясающий, Эй. стильный, просто... Ага. Стильный мужчина в образе женщины, Ну да? ты вставишь их фотки, чё ты? Кто осуждает Житковского, я осуждаю вас. Вы не поняли эту жизнь, вы не поняли, кто такой Житковский. Осуждать можно хоть Путина, вы просто его не поняли. Вот. Ну и Путин тоже, то есть у Путина тоже там каждый день он что-то сделал, куда-то поехал, что-то подписал. Вот. Но на самом деле, несмотря на то, что у них такая вот жизнь, которая очень сильно задокументирована в соцсетях, либо в телевизоре, либо еще где-то, все равно 99% их жизни, ну, у них там какая-то своя личная жизнь, мне так было бы По-любому. интересно. Вот По-любому. если честно, да, вот если бы у меня была возможность с кем-то подружиться и стать другом какому-то такому чуваку, вот я бы вот этих вот троих людей выбрала. Ну, конечно, Путин сразу нет, потому что он-то мне еще может быть, а я-то ему зачем, непонятно. Ну вот. Артемий Лебедев тоже старенький. Ну, типа, ему будет со мной неинтересно. А с Житковским мы на одной возрастной волне, но, к сожалению, на разных финансовых волнах, поэтому у нас будут просто одни и те же проблемы, но на разном уровне. Ну ладно. Я бы выбрал, знаешь, какого-нибудь известного человека, как Михаил Литвин. Как бы это громко это? ни звучало, это блогер, который как раз-таки создатель данных энергетиков. Кто не знает, Михаил Литвин, Lit-Energy. Я бы хотел бы с ним лично увидеться, вот, ну, чисто пообщаться. Ну, я его, так скажу, фанат его. Ну тогда он твой кумир. Да, тогда получается, я его фанат. Да. Я его фанат, да. Вот, реально вот толковый пацан, который... А? Что он делает вообще? Что Он снимает различные видеоролики. Я знаю, знаешь мистера Биста? Нет. Мистер Бист — это известный блогер англоязычный, который снимает тоже различного рода. Там, например, взял там с вертолета что-то скинул или там какой-то эксперимент, кому-то машину подарил, что-то разыграл. Ну, такой, знаешь, вот человек на движении, человек-блогер, человек кайфует от того, что он делает. Вот так же и
Миша Слушай, Литвин. мне непонятно, что конкретно он делает. Типа, Миша? он как будто бы делает все и ничего сразу. Нет, он делает, снимает контент, он просто, я скажу так, это, я не хотел материться, но давайте так, он разъебывает российский Рунет конкретно своим контентом. Российский. В каком плане? Давай я тебе просто домой приду, покажу пару роликов его, что он делает, как он снимает, в каком контексте это все происходит, и ты поймешь. Ну ок. Вот. Да, второй человек, наверное, это был бы тоже Владимир Владимирович. А я думала, ты сейчас скажешь этот Макгрегор. Конор Макгрегор. Да без понятия. Да. Боец этот великий, потрясающий Не-не-не. какой-то там. Я бы сделал бы пару фотографий с Владимиром Владимировичем чисто, чтобы было. Вот, что еще? Ну, я думаю, все. Вот на этом два человека, с кем бы я хотел увидеться, с кем бы я хотел пообщаться и провести вечер. Вот. Едем дальше. Если бы ты могла оставить одно послание для будущих поколений, что бы это было? Для будущего поколения людей? Да, для следующего поколения. Честно, никакого. Мое бы послание было бы для следующего поколения, ну, знаешь, не каким-то там мотивационным, там еще что-то. Просто живите свою жизнь и наслаждайтесь моментами. Не ждите лучших моментов, просто наслаждайтесь просто тем, что живете. Будь здоров. Правда, видишь? Будьте здоровы. Ну хорошо, представь, что ты, значит, идешь по берегу. Вот сейчас, вот видишь, тут такой мини ручеек, и там плывет бутылка, ты берешь эту бутылку, открываешь, а там внутри сверток бумаги. Послание. Да, и ты читаешь, там, значит, какой-то древний эфиоп, не знаю, 1 000 000 лет до нашей эры, ну, это я утрирую, пишет, типа, живите, любите, наслаждайтесь жизнью, ни о чем не переживайте. Твои впечатления. Я бы в первую очередь вдохновился бы тем, что если бы я узнал, что это письмо там было адресовано условно в какие-то там ровно 10 лет назад или год назад, там пишет какой-то старик эфиоп, типа, я там старик, мне-то там столько-то лет, я сейчас пишу данное письмо с тем, что найдет кто-то его и прочитает. Вот, я бы вдохновился бы, как бы, было бы приятно мне. Но я не знаю, как это работает сейчас, но в любом случае мне было бы приятно. А так, на самом деле, знаешь, мое послание будущее, это вот лежит ребеночек. Потому что на самом деле люди будущего — это маленькие дети настоящего, Ну да. которые в будущем станут людьми, взрослыми. И то воспитание, образование, и мировоззрение, которое ты даешь своим детям, оно в итоге становится маленькой капелькой в большом океане будущего. Согласен, согласен. Следующий вопрос. Есть ли у тебя какие-то советы для молодоженов, которые только начинают свой путь? Очень интересный вопрос. Я бы, в свою очередь, сказал бы для каких-то молодоженов, ну, я не какой-то советник, чтобы что-то советовать, но просто хотел бы, чтобы вы поднимали демографию. 5 детей минимум. Минимум 5 детей. Шутка. Если что, сколько по кайфу, столько вообще хотите, не женитесь, там это просто ничего нет. А так просто для совета для молодоженов 100% нас, дай бог, это видео наберет какое-то определенное количество просмотров, и нас будут смотреть молодые пары, может будет смотреть какой-то молодой человек, у которого есть девушка, или девушка, у которого есть парень. Хотелось бы, ну, чисто из своего жизненного опыта могу сказать, чтобы слышали не только себя и свое эго-я, что слышали, чтобы свою вторую половинку тоже слышали. Не знали, что такое, чтобы это не работало только в одну сторону, чтобы это работало в обе стороны. Надо просто друг друга слышать, видеть и ценить. Вот. Такой бы я маленький такой, я бы не сказал бы, это какой-то совет. Ну, я с тобой согласна, конечно. Вообще, главные правила развития гармоничной пары — это взаимность во всем,
Типа, когда вы гуляете, то Да. вы гуляете друг с другом, а не со своими телефонами. Когда вы готовите еду, то вы готовите Для еду себя. для нас, Да. а не только для меня, потому что я люблю вареные яйца, а он, значит, себе жарит яйца. Ну, грубо говоря. Да, я понял. Вот. То есть взаимность, слух, это тоже очень важно. Потому что человек может очень много говорить и при этом быть неуслышанным. И наоборот, кстати говоря, человек, может быть, хочет, чтобы его услышали, но он просто чего-то не говорит. Поэтому слух и речь – это важные органы чувств и взаимоотношений. Ну и не терпеть всякое. Еще один такой очень интересный вопрос, конкретно касаемо языкового окружения. Какое влияние на ребенка и на тебя оказывает двуязычие? Ты считаешь это важную роль в развитии, ну, конкретно нашей семьи и ребенка? Нет. Ну, еще как тебя смущает, когда вот иногда бывает такое, что Меня вот смущает, когда Да? ты разговариваешь на туркменском, Потому что я в этот момент абсолютно ничего не понимаю. И когда ты говоришь по телефону, ну мне пофиг. А когда к тебе приходит брат, сват, друг, и вы начинаете говорить на туркменском, и я такая типа, окей, я посижу и просто сделаю вид, что я мебель. Вот. Так что мне, естественно, это не нравится. С одной стороны, можно начать учить туркменский, с другой стороны, если честно, я не хочу. Год назад я хотела, мне было интересно, но сейчас уже нет. Может быть, когда-нибудь мне захочется снова его выучить, но пока что нет. Но лично я, знаешь, как думаю, что хочешь не хочешь, Соня будет все равно понимать туркменский язык, потому что она будет его слышать, можно сказать, с самого рождения, она Мне его тоже так слышит, кажется, да. Она будет понимать и в то же время, возможно, будет со мной разговаривать, иншалла. Как ты будешь к этому относиться, когда ты не знаешь язык, но в то время дочка разговаривает с папой на туркменском языке? Да? Ну как я буду к этому относиться? Плохо я буду к этому относиться. Плохо? Плохо. Ну, типа, со мной при мне, чтобы все на русском говорили. А когда вы там где-то вдвоем, ну, хотите, Я такой, гурлыкаете. сидим в комнате, что-то втроем, я говорю, Соня, щельбеле бельбеле, это значит, сказал на туркменском. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, И он тарас. такая, тоже мне бельбеле бельбеле отвечает на туркменском. Что это за... Ну, я условно просто, как это- для тебя звучит, это не слово никакое, это просто. Я думала, это какое-то слово Нет, туркменское. бельбеле бельбеле там. И она мне отвечает. И ты такая, Самое главное в воспитании детей, это ни в коем случае, не надо, да. чтобы не было дружбы против кого-то третьего. Типа, Сонечка, папа с тобой дружит против мамы. Или наоборот, мама с тобой дружит против папы. Потому что тогда ребенку надо как бы сделать выбор между тем, с кем и против кого он дружит. И это для нас, ну, для взрослых может быть смешно, а для ребенка это катастрофа. Что ему надо выбрать что-то, что вообще не надо выбирать. Ну, это как выбрать между моей правой и левой ногой. Можно я не буду это выбирать? Поехали дальше. Различия в менталитете. Какие культурные различия между нами ты заметила? Как они влияют на наше повседневное обсуждение и решение? Ну все же, знаешь, как бы, как ни крути, менталитет у нас с тобой разный. Но по большей степени во мне менталитет заложился с корней с Туркменистана, где я родился и вырос. Там совсем другой менталитет. Вот. А потихонечку, когда ты живешь уже в другой среде, когда ты находишься вместе с другими людьми, у кого другой менталитет, у тебя также меняется. Как-никак. Есть же такое выражение, когда типа зайди в круг там 4 миллионеров, ты будешь 5-м. Там, С кем поведешься, от того и не Да, наведешься. вот. И хочу сказать то, что мой менталитет, я бы сказал, по большей степени уже плюс-минус стал таким Обрусевшим. российским. А что в тебе изменилось, как ты думаешь? Во мне, наверное, изменилось мировоззрение.
Ну, на тему, что конкретно на изменилось? тему отношений к людям. И я раньше, чтобы ты понимал, да и по сей день, я думаю, очень доверчивый человек, и мое доверие влиться, да это просто расплюнуть. Меня обмануть это как, я не знаю, 2 пальца об асфальт. об асфальт. Да. А ты что скажешь в свою очередь? Я уже забыла, что там за вопрос был. Про менталитет. Ну, что-то с менталитетом, да. Соня тоже в свою очередь что-то добавляет. Сонь, да, говори. Ты что заметила в различии менталитета? Тоже что-то? Наша Соня громко плачет. Сонечка хочет спать. Тише, Сонечка, не плачь. Сейчас устроим тебя. Я хочу тебе задать вопрос, почему ты решил переехать из Туркменистана в Воронеж? И, соответственно, для меня такой же вопрос, это почему я решила поехать учиться из Воронежа в Москву? Отличный вопрос, на самом деле. Я переехать захотел из-за того, что, соответственно, есть такое понимание, когда тебе вдалбливают с детства то, что ты должен быть вышеобразованным, ты должен отучиться, у тебя должен быть диплом. Ну, в Туркменистане жить тоже можно диплом Да, ну там получить. очень дорого. По этой причине, то, что там дорого, я сразу же связался со своим другом, Сережей, и, соответственно, он предложил мне данный университет, потому что он сам в нем учился, и я, соответственно, недолго думая, сразу согласился на его предложение. Он мне оформил приглашение, и в кратчайшие сроки я, получается, в Туркменистане работал спасателем. И когда я работал спасателем, я даже боялся уволиться с работы. У нас, получается, есть список определенных университетов, в который входит в список государства, понимаешь? Если ты не учишься в этом университете, есть большая вероятность того, что тебя не выпустят из страны, потому что этот университет не входит в список. А если ты как раз-таки хочешь поехать за границу, чтобы там в университет поступить? Ну вот, и он должен... Он должен быть разрешенным, типа? Да, государственный. Все, я поняла. Да. Так, или с тех был разрешенным? Нет. На тот момент как раз-таки редактировался список, где он не входил в списки. И я как раз-таки успел последний вагон, приехал, сразу же сделали все документы. Я даже с работы не увольнялся, я сделал генеральную доверенность на имя матери, взял с работы И она уволилась. без да. содержания, да. Без содержания, типа, что вот эти дни, они мне не будут оплачиваться. Вот и я приехал, получается, в Россию, первые мои впечатления, первые мои чувства, когда я только вот вступил в Домодедово и вышли только на улицу и вздохнули глоток российского воздуха, я сразу же почувствовал запах сигарет. Первое, что я почувствовал, это запах сигарет. А второе должен быть перегар. Нет, перегара не было в аэропорту. Да. И запах сигарет, все курят, все пыхтят, дым везде, клуб дыма. Я такой думаю, жесть. И мы с Видади друг на друга стоим, смотрим. Видади — это мой друг, с кем я приехал. Вот, и все. Потом нас встретил наш друг, Парахат, тоже наш друг. Он провел нас до Павелецкого вокзала, заказал такси с Домодедова, с нами поехал до Павелецкого вокзала, посадил нас в автобус до Воронежа. И все. И мы уехали оттуда. Приезжаем в Воронеж, на вот этот вокзал Воронеж-1. И стоим, получается, я стою, и Видади стоит. А у меня на зарядке нет на телефоне. У Видади зарядки тоже нет на телефоне. Надо Сереге дозвониться. Серега сказал, что будет на работе. Он работал охранником. И мы ему звоним с прохожих номеров. Он говорит, где вы? Мы такие, короче, тут написано вокзал, тут такой-то круг, вот тут такой магазин. Мы не знаем, как эта улица называется. Рядом с нами тоже человек, который приехал в автобусе, он тоже не знает.
А спросить, блин, у прохожих что-то не додумались. Ладно, не суть. Потом он сказал, Воронеж-1, кто-то прохожий услышал наш разговор. Это тут Воронеж-1, он подсказал. Серега приехал и сразу забрал нас в общагу. Первое время у меня была климатизация. Я засыпал в 10. Ну, представь, разные 2 часа разница в поясе. Если ту часть 10 часов вечера, там у нас 12. Мгм. То есть ты по-своему засыпал в 12, Да, а по-нашему в 10. Да, я по-нашему засыпал, получается, по московскому засыпал в 10, просыпался в 6. Вот так, глаза открываю. Между прочим, очень многие люди вообще многое бы отдали, чтобы был такой режим. Ну, я не знаю, у меня так вот режим был, я просыпаюсь в 6. Потом пары, университет, и в итоге говоря, вот, то есть... И ты вот стала той самой самостоятельной студенткой, о которой ты мечтала стать. Да, научилась Да. стирать, научилась убирать, научилась мыть полы. Ну, еще параллельно МГУ закончила. Но это не основное. Поэтому что в итоге? Вот эти 4 потрясающих года университета мне в первую очередь дали огромное количество хозяйственных, бытовых, кулинарных вот таких вот всяких навыков. Во-вторых, у меня модная корочка, и теперь куда бы я ни пошла, когда я говорю, что я окончила МГУ, все такие: о господи, вау. Да, реально, я даже когда своей матери сказал, мама, она МГУ закончила, она такая, серьезно? Нет, это правда было тяжело, и я правда впахивала. Я не говорю, что учиться в МГУ, на биофаке легко, может быть, где-то там на других, может быть, там и легко, но конкретно на биофаке реально надо что-то учить, надо что-то делать, математику ту же самую, и никто нигде никак не может списать. Как я окончила МГУ, я поехала обратно в Воронеж, потому что мне очень сильно нравится Воронеж, а в Москве мне не подошла Москва. Многие мои однокурсники остались жить в Москве, потому что им подошло. Мне не подошло. Ну, мне тоже вообще. Я сколько раз там был вообще. Очень суетный город. Да, слишком для меня быстро и слишком все резко, быстро, бодро. Ты, ну, если честно, когда ты идешь по Москве, то такое ощущение, как будто бы если у тебя развяжутся шнурки, то ты будешь идти с развязанными шнурками еще там метров 50 или 100, пока ты не найдешь какой-нибудь уголок, в который ты вот так спрячешься, и там будешь, соответственно, завязывать свои шнурки. То есть просто так посреди улицы, если ты нагнешься, встанешь в определенную позу, чтобы завязать себе шнурки, ну, тебе просто сзади кто-нибудь Присунет или собьет? собьет, да, врежется в тебя кто-нибудь. То есть там вот настолько город... Поэтому я вернулась в город Воронеж, где нет метро, где все медленные, где все такое на расслабоне, на чиле. Так, какие 3 вещи хотела бы ты бы изменить в нашей жизни, если бы ты могла? Я бы хотела, чтобы у нас было миллион денег. Нет, не миллион. Миллиард. 100 миллионов денег. Так миллиард — это 100 миллионов. Я не знаю, для меня все, что больше миллиона, все, что больше 10 миллионов, это уже какие-то, просто этих денег не существует. Я бы хотела заиметь кучу денег, но не как самоцель, а я бы хотела кучу денег для того, чтобы, во-первых, отстроить дачу, чтобы там было приятно, красиво и вкусно вообще находиться, потому что у меня есть дача, там надо сделать дорожки и немножечко пофиксить домик. В принципе, все остальное мелочи. Второе, я бы хотела квартиру большую, свою, потому что очень бы хотелось. Просто очень бы всем бы сейчас нам бы очень бы хотелось квартиру. А третье — машину. Какой-нибудь дрифт-кар такого золотого С каких цвета. пор ты начал за дрифт-кар гонять? Скажи, пожалуйста. Не знаю, мне нравится. Не, ну в смысле, Ну, в раньше моменте мне ты нравилась Kia K5. Ты такая говоришь, изначально ты говорила, типа, фу, дрифтить, там все дела. Нет, дрифтить — это фу, а дрифт-кар — это норм. А зачем тогда дрифт-кар, если на нем не дрифтить? Чтобы он красивый был. Никак он с этим не Мне взаимосвязан. не нужен какой-то классный мотор или красивую какие-то можно там... сделать и любую машину. Ну вот, да. Вот.
Любая Но машина, это не которая дрифт-кар. выглядит как таз с гвоздями, с чем, ну, вот чтобы там было, чтобы она была золотая, или черная, или розовая, или с блестками, или чтобы там герб был золотой, или чтобы там было, ну, короче, что-нибудь. Рекламная пауза. Ребят, также хотел бы я рассказать о своем телеграм-канале, где мы совместно с Юлей снимаем большую часть наших роликов и больше лайфстайла. Можете перейти подписаться на наш телеграм-канал. Вот называется мой телеграм, вот как называется мой телеграм-канал. Обязательно переходите и подписывайтесь. А мы продолжаем. Приятного просмотра. Какой самый смешной или неловкий момент между нами ты помнишь? Самый смешной или неловкий момент, Ну да. ну, сразу вспоминается, когда кто-то пукал. Помнишь, ты пукнула жестко, конечно. Помнишь, ты пукнул с подливой? Ой. Ладно, шутка. Я не пукал с подливой, это Юля пукнула с подливой. Ой, шутки про пердеж я не могу Ладно. вообще. Следующий вопрос. Нет, Если давай бы что-нибудь мы... вспомним. Давай. Ну только пердеж не вспоминается, реально. Нет, Вот. смешной момент, когда у меня был токсикоз, и я нюхала худи Но для и тебя на Зиза. тот момент это не смешной был по мне. Ну, а как по мне сейчас смешно. Ну, сейчас это смешно. Да, по мне это было реально смешно. В момент токсикоза Юля не могла переносить запах, мой запах. Она не могла даже просто, чтобы я находился рядом. Мы с ней, когда целовались в губы, она задерживала дыхание. Чтобы вы понимали? Мне не нравился запах волос, запах кожи, запах духов, запах дезодоранта, запах всего вообще. Я почитала в интернете, это нормально. Ну, типа, именно от отца ребенка, когда тебя прям вот фу. И еще такое бывает то, что когда ты беременна, то у тебя не только от отца ребенка, но еще и от старших детей тоже тебе не нравится их запах. Но у меня пока что только один ребенок, поэтому я не знаю. Ну, короче, и у меня было стабильно. Я должна была сходить в туалет по своим токсикозным делам с утра и вечером. И вот вечером, пока меня не стошнит, я не пойду ложиться спать. Потому что если я лягу спать, то меня стошнит, когда я буду лежать. И мы даже спали вот так вот. Получается, если Юля спит тут, то я тут, мы оба разные стороны смотрим и спим. Без обнимашек, без целовашек, просто. Как будто... И всегда рядом с тазиком. На всякий Да. случай я спала. Короче, вечером, пока меня не стошнит, я не ложилась спать, потому что иначе меня может стошнить в кровати, чего бы мне не хотелось. Поэтому я ждала, пока наконец-таки меня стошнит. И для того, чтобы этот момент пришел быстрее, я нюхала худи и Зиза. Для того, чтобы мне не нравится этот запах, я его нюхаю и бегу блевать. Да. Как по мне, сейчас смешно. Но тогда это было ужасно. Я помню, что я хотела умереть просто. Да. Просто сейчас я смотрю на Сонечку, вспоминаю то, что я испытала. Я понимаю, что каждое испытание, которое у меня было, оно все того стоило. Но как бы в отрыве от Сони это было ужасно. Если вспомнить то, что всему этому была награда Сонечка, тогда ладно. Заслуженная награда. Так, следующий вопрос. Если бы мы оказались с тобой на необитаемом острове, какое одно качество или навык ты бы хотела иметь, чтобы выжить? Кто хочет стать миллионером, ты смотрела? Мгм. А? Когда там задают вопрос А, там, Б, С, Д, и потом такая музыка. Ту-ду-дун. Не. Вот такой звук. Надо вставку сделать обязательно, когда Юля начинает думать. Ладно, я бы, наверное, с собой бы
взяла бы все тиктоки этого мира. Нет. Навык. Ну вот. а, Чтобы выжить. Хорошо, я переформулирую. Я бы хотела, чтобы у меня в голове откуда-нибудь взялся бы навык строить что угодно из чего угодно. Вот как в ТикТоке иногда бывает то, что ты смотришь, и там просто человек из палок и травы построил себе просто дом в лесу. Я бы хотел бы научиться, ну, если это, соответственно, не необитаемый остров, кругом вода, вот, я бы хотел бы научиться одному из двух навыков. Либо летать, либо иметь жабры и при этом плавать спокойно под водой. Если это будет необитаемый остров в море, то я бы хотела научиться опреснять воду. Что ты думаешь о том, как я веду себя в общественных местах? Есть ли что-то, что бы ты хотел изменить? Или я изменил? Раньше было. Что это? Это когда ты очень громко разговаривал в общественных местах, или мог, например, листать рилсы и тиктоки не в наушниках, а просто в динамик. И при этом мы находимся в каком-то месте, где есть какие-то люди. Например, когда мы с тобой год назад на 9 марта пошли в Гончарку, я сидела лепила, и здесь сидела рядом и листала прям громко рилсы. Это было некультурно, если честно. Вот, но когда я пару раз так покапала на мозги, то... Юля мне купила потом AirPods. Я думала тебе купить AirPods, но когда я от тебя не получила внятный ответ на вопрос, что тебе подарить, подарила эмоции. Без подарка. А насчет тебя интересно. Чтобы их... По мне ничего. У тебя все нормально, у тебя все хорошо. Курение, сквернословие, одеваться как-то не так, как это самое, краситься не так, как это самое. же... Там вот этих вот пунктов, которые ты мне рассказываешь, так можно, так нельзя, сюда, туда, куда, и это самое. Мне просто не принципиально. Я могу как курить, так не курить. Пить, не пить. Ну, кстати говоря, пить мне просто не нравится. Могу материться, могу не материться. Могу одеваться открыто, могу одеваться вот как сейчас. Типа рубашка. Ничего не видно. Если мне какое-то это, мне, честно, все равно. Просто мне ровно так же все равно, как если я буду в хиджабе, и точно так же мне будет все равно, если я буду в купальнике. Мне вообще все равно. И разговаривать как сапожник или как благовоспитанная леди, которая никогда в жизни не позволяет себе произносить бранных слов. Ну, короче, мне абсолютно все равно, поэтому вот эти какие-то запреты, не запреты, ну, типа, ладно, когда я рядом с тобой, я буду вести себя так, как тебе нравится. А вообще я по жизни буду вести так, как мне нравится. Ладно, если бы ты могла переключить наши роли на один день, что бы ты сделала в моей ситуации? Что, ты думаешь, я бы тебя выебала или что? Это первая мысль, которая тебе пришла? Заняться сексом в роли другого пола? Я вообще об этом не подумала. Я подумала о том, ну, типа, с мужицкой стороны, чтобы я сделала именно в бизнесе, в спорте, в боях, вот, ну, в чем-то в таком. Ну, Я всегда первая отвечаю, мне нужно дольше времени на подумать. Так, я бы, наверное, в твоей ситуации, что бы я делал? Ну, я бы ощутил, каково это быть девушкой. При этом на один день, если бы этот день еще выпал бы на ПМС, да. Я только недавно родила, у меня пока что ни ПМСов, ничего нет. Условно я тебе говорю. Слава богу. Надеюсь, этот момент как можно позже начнется. Вот, я бы хотел почувствовать, что такое ПМС, что вы чувствуете. Или нет, я бы хотел почувствовать, вот говорят, когда женщина рожает, у нее такие боли. Если бы ты почувствовал роды
Это просто... Я тебе так скажу. Если бы ты почувствовал, каково иметь это и достоинство мужское, и когда тебе на тренировке прилетает в пах со всего удара. Слушай, вот это- если мне в голову прилетит с всего Нет, удара, нет, мне это- тоже будет нет, больно. Нет. Пах — это голова, две разные вещи. Ты вырубишься, когда в голову. Когда в пах ты не вырубаешься. Это из-за того, что у тебя мозг не терпит силу этого удара, из-за этого человек вырубается. А когда у тебя в пах, Хорошо, если это незащищенное выстрелить место. в руку, это не так сильно, как если вот... Ну да. Серьезно, выстрелить в руку не Отвечаю. так сильно, как ударить Да, в пах? да. Ребята, пацаны, мужики, мужчины, мужчинские, спуститесь в комментарии, просто скажите, как это? Больно же. Блин, Нет, если давайте у кого- человек, у которого если- есть, значит, пулевое ранение, вот если это мужчина, пусть он сравнит, каково ему было, когда ему попали в пах, и когда ему прострелили там руку, ногу, что ему там прострелили. И пусть он скажет, что было больнее, потому что человек, у которого ни разу в жизни не было огнестрельного ранения, не может его с чем-то сравнить. Точно так же, как я не могу сравнить, каково это, когда тебе прилетает в пах. Я женщина. Женщина. Кстати говоря, вот у женщин тоже вот зона паха, говорят, очень нежная. Если туда ударить типа коленкой, Будет неприятно, смотря куда попасть. Давайте мы соскользнем с этой скользкой темы. хорошо, давай тогда я сейчас уже буду собираться, мне ровно через час быть, мне ехать еще долго. Я бы в твоем теле Вот ты в моем теле, у тебя есть вот эти банки, вот эти силы, что бы ты сделала? Какого вы все мужчины о себе самомнения? Как будто бы вы просто вот Мои такие. банки. У меня. Кстати говоря, тебя смущает? Или как тебе вообще нравится, не нравится? Или опять он? Когда я же часто типа возле зеркала красуюсь. Нет, мне абсолютно все равно. Если ты при этом занимаешься спортом и смотришь на свой прогресс, так почему бы нет? Мне нравится. Я сама в зеркало постоянно смотрюсь. Так что в чем проблема? Не знаю, что бы я делала в мужском теле. Что мне там делать вообще непонятно. Стоя пописать какого-то. Не хотела бы? Да зачем? Не хотела почувствовать, как это мужчинам кайф стоя? Нет. Жесть. Предлагаю тогда на этом завершить наш подкаст. Он получился максимально продуктивным, информативным и интересным. Пишите в комментариях, Да. на какие вопросы в следующий раз нам ответить на подкасте, потому что сегодня мы выбирали вопросы чисто Из благодаря... чата GPT. Да, просто нейросетка нам подсказала. И некоторые вопросы были интереснее, некоторые попадали в нас, некоторые были абсолютно бессмысленные, некоторые мы даже не брали, чтобы на них отвечать. Поэтому напишите, что вам было бы интересно. И, кстати говоря, я выберу самые такие необычные вопросы, которые вы напишите в комментариях. И, соответственно, И в Телеграме. да, и составлю определенный список. И после этого мы также повторим, снимем ровно такой же подкаст в таком формате и, соответственно, с вашими вопросами, которые вы напишите в комментариях. Так что ждем максимального от вас актива. С вами был Изиз, Юля. Обязательно оставлю свои соцсети и Юлины. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Чао.